Каратэ чемпионатының қатысушылары, көрермендары. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего 6-го чемпионата, Центральноазиатского чемпионата Каратэ-до. Позвольте вас поприветствовать в Бишкеке, на кыргызской земле. И позвольте мне объявить 6-й чемпионат Центральноазиатский открытым. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. И, разумеется, здесь специально для вас. Привет всем, дорогие друзья, доброго времени суток. Канал Катаргаспорт по-прежнему продолжает вещание самых масштабных спортивных событий нашей страны. Ну и буквально сегодня начинаются соревнования чемпионата Центральной Азии по каратэ-до ВКФ. Турнир проходит у нас здесь, в Кыргызстане, в Бишкеке, в жилмассиве Арчи-Бишкек, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром детям». Ну и сегодня, я думаю, будет очень интересный эфир. Надеемся, мы с вами вместе познакомимся с этим видом спорта очень хорошо. Каратэ-до ВКФ, ну здесь давайте мы сразу же познакомимся со спортсменами. Ринат Улуахтан и Азаматов Мухаммад. Это первая схватка, категория весовая до 52 килограммов. Ну и спортсмены у нас в белом кимоно и вот в красных и синих поясах. Красный пояс это АК, синий пояс это АО. То есть в этом виде спорта цвета поясов именно на родном для этого вида спорта языке называются АК и АО. И мы, конечно, будем также их называть. Напомню, Ринат Улуахтан и Азаматов Мухаммад. Ринат Улуахтан, он в АК, то есть в красных перчатках, в красных защитках и в красном поясе. Сейчас первая юко есть у АО, это у Азаматова Мухаммада. Вообще оценка баллов в этом виде спорта такая же, как и, в принципе, дзюдо. То есть есть юко, есть вазари и есть иппон. Но в отличие от дзюдо, за иппон здесь не дается чистая победа. Здесь иппон это 3 очка. Юко 1 очко, вазари 2 очка. Дается в этом виде спорта. Здесь предупреждение, мибобу, а также и чкоку, но об этом давайте мы попозже. Сейчас пока что одно юко есть у Мухаммада Азаматова. И первое чкоку он получает сейчас, то есть предупреждение за слишком сильный удар. Здесь также даются предупреждения за захват соперника, то есть здесь исключены захваты, исключены именно захваты кимоно, и поэтому даются чкоку сейчас спортсмену. Первое у АО, у Азаматова Мухаммада. Я думаю, что по ходу уже мы будем с вами вместе разбираться о правилах этого вида спорта. Правила довольно такие простые, но нужно их, конечно же, вам объяснять. На этом турнире принимают участие спортсмены из Афганистана, из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Ирана и наши родные кыргызстанские спортсмены. Итак, здесь что-то со здоровьем у АК, у Рината Улуахтана. И, скорее всего, будет врач сейчас оказывать медицинскую помощь Ринату Улуахтану.
Чемпионат Центральной Азии в нашей стране проводится во второй раз. Первый раз он проходил в 2012 году на побережье озера Иссык-Куль. На этот раз второй раз. Ну, в прошлом году проходил он в Казахстане, до этого в Таджикистане, до этого в Узбекистане. То есть в Центральной Азии часто очень меняются хозяйки этого турнира. Вообще турнир очень на высоком уровне проходит. Я думаю, что сегодня будет очень много интересных боев. Ну, контактный вид спорта, довольно такой жесткий, но очень много правил, которые исключают именно сильные некие удары по своему сопернику. Каждый удар рукой по корпусу, либо по голове – это юко, друзья. Удар ногой в корпус – это вазари. Удар ногой в лицо – это иппон. То есть 1 очко, 2 очка и 3 очка. Сейчас попаданий все-таки не было. Одно юко есть у АО, и здесь попадание, хорошее попадание было. Это, скорее всего, будет в Азаре. Да, в Азаре все-таки, правильно. Счет сейчас 3-0, друзья. Одно юко и одно в Азаре есть у Азамата Мухаммада. Он из Таджикистана, друзья, напомню. Он из Таджикистана, из Худжанта к нам приехал. Его соперник из Иссык-Кульской области. Кыргызская республика. Друзья, сейчас Чкоку есть у АК, у Ренат Улу Ахтана. Так, остается буквально 10 секунд до конца этого боя. Ну и пока что не было. Ну здесь получает предупреждение за выход из-за ковра. Здесь отдельно еще одно есть предупреждение за такое действие. Вообще очень много разного рода очков есть. О них, конечно, мы не будем все говорить, потому что это все может нас запутать. Попроще, наверное, стоит нам сегодня эфир проводить. Все, друзья. Здесь уже, в принципе, все понятно. Поздравляем мы Мухаммада Азаматова с этой победой. Он сегодня выиграл свой первый бой. Да, друзья, следующий бой у нас здесь Назим Нурланов, он в АК, Эрбол Калыбаев, АО. В красном, получается, это Назим Нурланов, Эрбол Калыбаев в синем. Пока мы с вами привыкнем, наверное, будем называть именно таким образом. Сейчас получает юко, получает Назим Нурланов. Но в это же время был удар в исполнении Эрбола Калыбаева, и он тоже получает юко. То есть обоюдно все получилось. 1-1 по юко сейчас все проходит, друзья. Все довольно просто, все понятно. Удар есть, попадание было точно, юко. Да, второй юко есть у АО, у Эрбола Калыбаева. То счет 1-2. Тем временем очень активно начинается данный бой. Напомню, что это спортсмены оба из Кыргызстана. Бишкек Нурланов Назим и из города Ош Эрбол Калыбаев. Друзья. Попадает сейчас, по-моему, Назим Нурланов. Так оно и есть. Юко должен получить. Абсолютно верно. 2-2, друзья. Великолепно. 2-2 тем временем. И сейчас в этом противостоянии некое равенство. И по очкам довольно неплохо, продуктивно, скажем так, данное противостояние проходит. Дорогие друзья. Такие удары, они, в принципе, очков не приносят никаких. Именно удары ниже пояса. Оцениваются удары только по корпусу, либо по лицу. Ну, тут предупреждение получает и тот, и другой. Сейчас 2 предупреждения есть у АО, у Эрбола Калыбаева. АК получает юко. АК юко, это Назим Нурланов. Счет тем временем 3-2. Сейчас в центре татами
происходит данная борьба, в которой еще, в принципе, ничего не решено. Потому как мы видели, как сама схватка проходит, то есть, то один спортсмен идет вперед, то другой идет вперед, поэтому 100% лидерства никакого нет. Так, 10 секунд, 13 секунд до конца этого боя. Попадание было очень жестким и очень точным. Ака получает Юко. И тем самым 4-2 у нас по Юко. Вообще очень уверенно схватку провел Назим Нурланов. И эту схватку он уверенно выигрывает. Поздравляем Назима Нурланова с этой уверенной победой. На второе татами готовится. Да, друзья, очередной бой у нас. Рыспай Улы Эляман из Иссыкульской области. Он в АК, он в красном. Его соперник Орозбек Акимджанов, он из Джалабадской области. Он в АО, то бишь в синих перчатках, в синем поясе, то бишь. Сейчас напомню, что это кадеты, 14-15 лет, юные ребята, получают по одному чкоку сейчас. Спортсмен чкоку — это предупреждение, напомним еще раз. Очередной Юко сейчас получает, очередной Юко Орозбек Акимджанов. Довольно неплохо. Удар с разворота не проходит. Сейчас у Элемана Рыспай Улу. Помним, Элеман, он в АК, и прекрасный, конечно, был момент. Сейчас здесь. Но за такие действия в этом виде спорта не даются очки. То есть здесь именно за попадание, за чистые, точные попадания даются очки. По корпусу, либо по лицу попадание было здесь, да. 100% это иппон. Это иппон, то есть 4-1 счет. В отличие от дзюдо, за иппон здесь дается 3 очка всего лишь. Еще один иппон. 7-0. Если еще одно очко будет, то будет чистейшая победа Орозбека Акимджанова. То есть, если разница будет 8 очков, то будет победа. Это нужно понимать. Да, иппон. Но этот бой провел просто великолепно. Сейчас Орозбек Акимджанов, мы его поздравляем вообще. Нет, здесь иппон не дается, дается шкоку. Тут и в некоторых эпизодах за слишком сильный удар также даются предупреждения. Это второе предупреждение. 4 предупреждения, если будут, то это будет автоматическое поражение. Юко получает. Сейчас Орозбек Акимджанов и этот бой выиграет. Вот, собственно, 8-0. И Орозбек Акимджанов эту схватку выиграет. Мы его поздравляем с этой победой. Друзья, очередной бой у нас здесь. Асылхан Сагналы. Это Казахстан, это город Атрау. Его соперник Дастан Джураев, Кыргызстан, город Орш. В красном это Сагналы Асылхан. Ну а в синем Дастан Джураев. Юко получает сейчас. Дастан Джураев. Неплохо. И это Юко. Сейчас должно перейти уже в следующее Юко. Да, 2-0 по Юко. Юко номер 2 получил сейчас Дастан Джураев. Здесь по лицу удар был, да. Это Юко. Сагналы Асылхан получает это очко. 1-2.
То есть, я думаю, в принципе, все мы поняли, с правилами разобрались, что да как, за какие удары даются предупреждения и за какие удары даются очки. Проверил реф, все ли в порядке. Очко получает за то самое действие, когда спортсмен упал, он ударил уже лежачего. Тут хватать нельзя за кимоно, напомним, друзья, еще раз. АО получает чкоку. По одному предупреждению, то есть по одному чкоку есть у Асылхана и Дастана. Ну а по Юко 1-2. Юком 3-2. Довольно уверенно сейчас свой бой проводит Асылхан Сагналый, хотя он вначале проигрывал. Сейчас он идет вперед, реф проверяет здоровье Дастана Джураева, все ли в порядке с ним, да. Видно, что все хорошо. Кейку получает сейчас Ака. Это уже второе предупреждение. То есть еще если будут два предупреждения, то будет дисквалификация. До 63 килограмм. Тут один реф указывает то, что было попадание по лицу, но тут именно нужно оценивать большинство. То есть 4 арбитра есть, 1 рефери на татами, и оценивается именно действия, и оценивается мнение всех рефери. Должно быть большинство. Так, друзья, бой продолжается. Сейчас, и это все-таки, здесь, я думаю, будет Юко. Сейчас, да, есть Юко 4-2. Тем временем счет на табло. Асылхан Сагналый из Казахстана, из города Атырау, сейчас пока ведет, остается буквально 15 секунд до конца этого боя. Категория весовая, напомним, 52 килограмма. Готовится Тапаев Аман, Исмаилов Олег. На второй татами готовится Тапаев Аман, Исмаилов Олег. Слишком активно сейчас бился здесь Дастан Джураев. Нужно быть поосторожнее в некоторых эпизодах, конечно же. Ой, что там случилось? Время истекает, друзья, и, скорее всего, в печи попал. Здесь Асылхан Сагналый. Ну и по очкам, конечно, выигрывает Асылхан Сагналый. Мы его поздравляем. Но желаем, конечно, здоровья Дастану Джураеву. Надеемся, с ним все хорошо. Это, друзья, очередной бой у нас здесь. Исыкуль и Карабалтан. Адыл Руслан Улу, он в красном поясе, в красных перчатках. Он АК, то есть Васид Баратов, он в синем, то есть АО. Давайте посмотрим, как же это, ну, как же спортсмены будут сейчас биться. Юко получает сейчас АО. И вы, наверное, заметили то, что после слов Ака Юко, то есть Ака получает Юко, реф сказал еще одно слово. Оно означает то, что кто зарабатывает первое очко, тот является, скажем так, неким доминантом в этом бою. И если после этого боя в конце будет ничья,
то кто получает первое очко, тот и выиграет этот бой. В отличие от других видов спорта, в которых именно за последнее действие дается победа, здесь именно за первое действие дается победа. Вот в этом есть, наверное, главное отличие этого вида спорта. Ну, отличий много, но это, наверное, одно из таких значимых и заметных отличий этого вида спорта от других. Иппон получает сейчас АО. 6-0 уже, друзья. 6-0. Увереннейшая победа Васида Баратова. То есть Васид уверенно ведет. Если он получит сейчас одно в азаре, то он этот бой выигрывает. Одно в азаре, либо два юко. Получит попадание, я думаю, есть. Да, юко все-таки. 7-0. Сейчас. Ну, Васид Баратов сейчас, конечно, я думаю, если уверенно этот бой выиграет, потому что других исходов мы, в принципе, не видим. Чок получил сейчас АО за это уклонение, за эти вот действия, которые он сделал в момент, когда по нему атаковал Адыл Руслан Улу. Секунд. Ну, тут, в принципе, все, друзья. Победа чистейшая Васида Баратова. Поздравляем его. Ввиду этого преимущества 8 очков он этот бой выигрывает, идет вперед. Итак, друзья, очередной бой. У нас здесь Нурбек Кенджибай, он из Атырау, он АК, или он просто в красном. Ну, его соперник Ибрахим Эргашев, он из города Ош, он АО. Сейчас, друзья, бой уже начинается, идет вперед, очень уверенно Нурбек Кенджибай. Сейчас, ну, получает Жуко, тем временем АК. Иппон за удар ногой по лицу дается Иппон. Напомню, друзья, это единственный эпизод, момент, в котором дается Иппон. Удар ногой по лицу. Если рукой ударить по лицу, то это юко. Если рукой по корпусу, это юко. Еще раз напомню. Это, в принципе, легко. Это, в принципе, можно оценивать и смотреть на все событие довольно просто и уверенно. Уже 6-0, друзья. Еще одну юго получает тем временем Нурбек Кенджибай Улу. Еще одна юго и победа чистейшая. Чистая победа Нурбека Кенджибая, он из Атырау, напомним, был. И он идет вперед. Да, друзья, бой продолжается. Начинается очередной. Кимджанов, Орозбек и Сылхан Сагналы. Категория весовая до 52 килограммов. Здесь мы, в принципе, смогли разобраться. Сейчас все хорошо, в принципе. Акимджанов Орозбек, он
АК, он в белом, в красном точнее. Ну, оба в белом кимоно, понятно. А именно в поясе красном находится именно Акимджанов Элям Орозбек. Асылхан Сагыналы, напомним, он из Казахстана, из Атырау именно. Ну а в красном это наш боец из Джаллабада. Это уже у нас тем временем четвертьфинала. В первом круге Орозбек Акимджанов выиграл Рыспайулы Элемана. Ну а Асылхан Сагыналы выиграл Дастана Джураева из города Ош. Пока что нет ни у кого ни Юко, ни Вазари, ни Япона. Но по предупреждению за выход татами есть. Отличный Япон. Попадает сейчас. Тем временем Акимджанов. Это уже 3-0. Если дзюдо Япон это чистая победа, то здесь это 3 очка. Тут уже поосторожнее, потому что если выйдет за красную линию наш спортсмен, то будет у него поражение. Победа. Да, вот так, друзья, за 4 выхода из-за ковра этот бой выигрывает Сагыналы Асылхан. Да, друзья, мы идем далее. Очередной бой. Васид Баратов и здесь Кенджебай Нурбек. Атырау. Также Карабалта. Кенджебай Нурбек, он в синем, он в АО. Он АО, а вот Баратов, он АК. Друзья. Васид Баратов в первом своем бою выиграл Адыла Руслан Улу. Ну а Кенджебай Нурбек из Атырау выиграл Ибрахима Эргашева из города Ош. Попадание было ли? Япон сейчас есть у Васида Баратова. 3-0. Тем временем счет у нас здесь. Ну, неплохо. Пока что. Попадание было ли? Было, оказывается. Это в Азаре должно быть. Да, в Азаре. У АО в Азаре. Тем временем. Юко должно быть, я думаю. Да, Юко есть. 3-3. 3-3, друзья. Тем временем, пока что ничего. Вообще, ничьи в этом виде спорта бывают очень-очень редко. Но если они будут, выигрывает тот, кто получил первое очко. У АО сейчас. Тем временем Юко.
Отлично. Ну здесь пока 4-1. Проигрывает наш Васид Баратов Нурбеку Кенджибаю. Юко. Но есть Юко. 4-4. «15 секунд еще до конца. 15 секунд до конца этого боя. Выход. Предупреждение за выход получил. Сейчас спортсмен и... Так, кто там первый получил? Я, честно говоря, уже не помню. Ну, сейчас узнаем. Поздравляем, да. Первым очко получил АО. Это Кенджибай Нурбек, он из Атырау, и мы его поздравляем с этой победой и желаем удачи. К сожалению, наш боец проигрывает. Да, друзья, мы идем далее. Максим Егоров из Кыргызстана, из города Бишкек. Против него боец из Казахстана, из Алматы, Дастан Улы Уалихан. Дастан Улы Уалихан, он был посеянным в первом круге, он не бился. И это его первый бой. Напомню, что он сейчас в синем. Он АО, но его соперник Максим Егоров, АК. Замечательно. Есть Юко Оао. Ну, нужно быть поосторожнее, потому что за выход с ковра получает предупреждение. И напомню, что наш боец также уже проиграл из-за таких вот действий. Нужно быть максимально осторожным. Юко. Обоюдно получилось. 1-2. Счет. Еще 40 секунд до конца этого боя. И вроде как попадает, но нет. Оказывается, нет. Бой продолжается. Юко еще одно. За 20 секунд до конца этого боя 1-3. Ведет по счету АО. Еще одна Юко. Дастан Улы Уалихан пока выигрывает. Но ситуация, конечно, очень плохая, потому что в этой высокой категории не остаются наших спортсменов. Все спортсмены из-за рубежа. То есть таджикский Мухаммад Азаматов и Сагналы, и Кенджибай. Это все казахстанские спортсмены.
И последним является наш Максим Егоров, который проигрывает. 8 секунд. Нужно рисковать сейчас. Давай, япон. Максимка, давай, япон. Нет. Сам сейчас. Здесь падает. И был удар, и япон в исполнении. Ао. Все, друзья. Победа достала у Алихана. Мы его поздравляем. И он уходит в полуфинал. Ну, друзья, мы разобрались и начинаем очередной бой. Это первый полуфинал. Мухаммед Азаматов из Таджикистана. Он вот в АК, он в красном. Ну и его соперник Сагналы Асылхан в АО. На пути к полуфиналу Азаматов выиграл сначала нашего Рената Ахтанулу, а потом сумел одолеть Нурланова Назима, тоже нашего бойца. Ну а Сагналы сначала выиграл Дастана Джураева, потом уже Розбека Акимджана, тоже двух наших бойцов. И в полуфинале они встречаются. Таджикистан против Казахстана. В красном это таджикский боец, а в синем боец из Республики Казахстан. Юко есть сейчас у АК. Сейчас что-то со здоровьем у Сагналы Асылхана. Сейчас надеемся, что все хорошо будет. Напомним, категория весовая до 52 килограммов. Так, очередной бой, это второй полуфинал, друзья. Кенжибай Нурбек из Атырау и его соперник Уалихан Тастанул тоже из Казахстана. В этой весовой категории не осталось наших спортсменов, все остались казахстанские спортсмены. Друзья, категория весовая, напомним, до 52 килограммов. Сейчас нет, следующий бой еще пока что не начался, это предыдущий бой Азаматов Мухаммад и Сагналы Асылхан. Из Таджикистана и Казахстана. Прошу прощения, перепутал. В красном это таджикский спортсмен. Пока что по одному есть юко у спортсменов, но первым получил юко именно АК Мухаммад Азаматов. И за счет этого первого действия он, возможно, и сможет выиграть. Как это случилось, например, в предыдущем бою. Но два чкоку есть. Два чкоку у Азаматова. При еще двух предупреждениях, при двух чкоку он сейчас проиграет. Попадает точно сейчас. Но это должно быть, конечно, я думаю, все-таки юко, но только один реф показывает, нет, двое показывают юко. Все-таки есть это самое юко. 1-2. Мнение судей разделилось.
когда мнения разделяются 2-2, то есть рефери там имеет право голоса, сам тоже может выбрать. И сейчас он решает отдать это юко спортсмену из Казахстана, Сагыналу Асылхану из города Атырау. Уже третий очкоку. 15 секунд до конца этого боя. Попадание есть точно. Сейчас и довольно неплохо все, конечно, было разыграно, но все же точность не была оценена. Поэтому ни юко, ни вазари не было. 6 еще. Возможно, юко. Да, 2-2. Юко получает сейчас. Азаматов. Ну и здесь, я думаю, еще одно юко. Сейчас мы выясним. Да, юко получает. Он и 3-2. На последней секунде удар произвел сейчас Азаматов Мухаммад. И он выходит в финал высокой категории до 52 килограммов. Поздравляем его с этой победой. Итак, друзья, продолжается у нас соревнование карате Шотокан, чемпионат Центральной Азии. Ну и вторая полуфинальная встреча в весовой категории до 52 килограмм. Напомним, соревнования проводятся у нас среди кадетов, юниоров и среди взрослых. Сейчас, на данный момент, мы наблюдаем за встречами именно кадетов. В предыдущем матче определился у нас победитель. Азаматов вышел в финал. Ну и посмотрим, кто будет соперником Азаматова по финалу в этой весовой категории. Уже 3 балла получает тем временем Кенджибай Нурбек. Он с красным поясом. Он представляет Атырау, Казахстан. Его соперник также представитель Казахстана, Дастанулу Уалихан. Он представляет город Алматы. И видим, что япон получает тем временем Кенджибай Нурбек. И счет становится 3-0. Своеобразная система подсчета баллов, чем-то схоже. Это все с дзюдо, но, как вы знаете, карате, он, наверное, более такой контактный вид спорта. Здесь не запрещены удары, не запрещены и другие действия, в том числе и верхние удары, то есть удары по верхней части тела, в туловище, в лицо, то есть в голову. Если не сильно нанесен удар, то это будет иппон. А если же спортсмен будет прикладывать все силы для того, чтобы ударить оппонента, то он также может быть предупрежден. 4-0. Тем временем мы видим полное преимущество Кенджибая Нурбека, который уже успел заработать одну юко и один иппон. Таким образом, счет становится 4-0. Еще одно атакующее действие со стороны Кенджибая. 4 судьи находятся рядом с площадкой для соревнований. И они могут дать сигнал о том, что один из спортсменов получил балл, либо же не получил. Также, если спортсмен обороняется и в обороне нарушает правила, он получает первое предупреждение, до 4 предупреждений, до 8 предупреждений вообще, но 8 предупреждений делятся на 2. Предупреждение в атаке и предупреждение в обороне. В обороне также и за пассивные действия спортсмены могут получать предупреждение. Пока 4-0. Снова идет в атаку Кенджибай Нурбек. Получится ли у Алихана счет сравнять? Руками он попадает по корпусу. И все 4 арбитра дают сигнал о том, что нет, все-таки 3 еще балла. Еще один япон зарабатывает тем временем Кенджибай Нурбек. 7-0 счет становится. Еще 1 балл, заработанный Кенджибаем Нурбеком, даст ему победу. Да, все-таки 8-0, чистая победа. И нужно поздравить Кенджибая Баратова, то есть Кенджибая Нурбека, с этой победой. Выходит Кенджибай в финал. Итак, друзья, весовая категория до 52 килограмм.
очередная встреча. Закончились у нас полуфиналы, и вот настал черед утешительных встреч. Ринат Улы Ахтан, представляющий Иссык-Кульскую область, он в красном поясе, и его соперник Рыспай-Улы Эль-Аман. Предупреждение. Оба спортсмена получают по одному предупреждению за пассивные действия, и сразу же видим, что Рыспай-Улы Эль-Аман пошел в атаку. Получил он первое юка. Снова идет в атаку, видим Рыспай-Улу, но обороняясь, Ринат Улы Ахтан, кажется, нет, все-таки не дает ему балл. Второе юка зарабатывает тем временем Рыспай-Улы Эль-Аман. Интересный вид спорта, на самом деле, один из самых, наверное, популярных у нас в стране когда-то, и еще в начале 90-х годов у нас в стране функционировали, то есть открылись школы. Если в конце 80-х карате зачастую проводилось в закрытых школах подпольно, то уже затем, уже с обретением независимости, карате вышел, можно сказать, из подполья и обрел современный статус полноценного спорта, который имеет, конечно, глубокое отношение ко всему тому, что относится к восточным единоборствам, дзюдо, сумо, тайквондо. Это все, то есть корни здесь одни. Ну и тем временем видим преимущество спортсмена с синим поясом. 2-0, 2 юка он сумел заработать в предыдущих своих атаках. Здесь снова он идет в атаку. И арбитры показывают, что спортсмен из синего угла заработал еще одну юка. Обороняясь, видимо, Ринат Улы Ахтан сумел все-таки задеть соперника руками. 1 балл дается за любой удар руками, проведенный в одну из 7 разрешенных атаки областей. То есть здесь в шатакан, карате шатакан, имеется ограничение по нанесению ударов и ограничения по действиям, по ходу боя. И пон дается в тех случаях, если атаки были проведены ногами, чисто все было сделано. Лицо, голова, шея. Ну, сильно бить по этим частям, конечно, нельзя. 7-1. Снова идет в атаку, видимо, Эль-Аман Рыспай-Улу. И зарабатывает он балл, который дает ему победу. Поздравляем мы его с этой яркой победой. Итак, следующая встреча, дорогие друзья. Весовая категория до 52 килограмм. Ну и видим, зрители себя показывают, поддерживают спортсменов и выкрикивают они тот угол, с которого вышел спортсмен. АК – это красный угол, АО – это синий угол. Предупреждение. Обороняется пока что, видим, спортсмен с синим поясом. Кажется, руку он повредил. С экипировкой проблемы. Ну и встреча у нас продолжается. Пока ни один из спортсменов результативного балла не сумел набрать. Очень пассивно ведут себя спортсмены. Это все может отразиться на том, что арбитр даст предупреждение обеим спортсменам.
Еще одно предупреждение. Третье предупреждение в сторону бойца в красном. Ну а здесь падение. Да, в Адзаре. То есть ИПОН записывает в пользу спортсмена из Исыкульской области в синей дзюдоге, в синей экипировке, если быть точнее. Ну и еще одна хорошая атака. Тайм-аут. Нет, все-таки предупреждение. Сильно бить нельзя. Здорово обороняется, тем временем видим спортсмен в синей экипировке. И это ему дает еще 1 балл. Юка 4-0. 25 секунд до конца этой встречи. Хорошее попадание по корпусу. Никто из арбитров сигнала не дает. Значит, не засчитает этот балл. Еще одно предупреждение. 4-е предупреждение получает у нас спортсмен в красной дзюдоге. И таким образом он терпит поражение в этой встрече. Итак, друзья, стартуют у нас уже медальные встречи. Встреча за бронзовые медали данных соревнований в весовой категории до 52 килограмм. Напомним, это чемпионат Центральной Азии по карате Шотокан. Ну и через некоторое время мы узнаем обладателя бронзовых медалей в весовой категории до 52 килограмм. В углу АО, в красном углу, если так можно выразиться, Назим Нурланов, представитель Бишкека, Кыргызстан, ну и его соперник, представитель Казахстана, Дастан Алихан. И встреча у нас стартовала. Пожелаем удачи нашему Назиму Нурланову. Оценивают друг друга соперники, ищут слабые стороны. В карате, как и в дзюдо, очень важно обладать хорошей стойкостью, вниманием, уделять именно внимание на быстроту своих действий. Ну а тем временем за пассивные действия оба спортсмена получают по одному предупреждению. Алихан пошел в атаку, неудачно. Очень пассивно ведут себя спортсмены, конечно, и при таком продолжении боя арбитр себя непременно покажет. В атаке был Нурланов, Назим. Никто из них. Нет, все-таки балл получает Юка. Назим Нурланов. И счет становится 1-0 тем временем. Алихан идет в атаку. Понимает, что нужно возвращаться в бой. Желательно счет сравнять. Свалил оппонента, но, конечно, такие действия, они никаких баллов не дают спортсменам. Наоборот, как раз таки вообще единоборство восточное не подразумевает глубокое уважение к сопернику. И непременно молодые кадеты должны следовать примеру взрослых спортсменов и непременно уважать своего соперника. Без уважения, наверное, никакой победы не будет. Пока 1-0, полминуты до конца этой встречи. По корпусу попадает с ноги в данной ситуации Василь Баратов. И 2-0 пока что. Еще одно юка зарабатывает тем временем Назим Нурланов. И обороняясь, можно зарабатывать баллы, видим. Контрвыпады применять.
То есть опережение соперника, опережение не только в плане того, чтобы наносить удар, а опережение мысленно опережать нужно соперника, читать его мысли, читать его ходы, и это непременно станет залогом успеха. 2-0. 2 юка заработал Назим Нурланов. И на этом встреча у нас завершается. Назим Нурланов одержит победу. Этой встречи становится бронзовым призером чемпионата Центральной Азии по карате Шотокан. Итак, друзья, вторая встреча за бронзовые медали в весовой категории до 52 килограмм. С красным поясом у нас Васид Баратов, то есть АК. Ну и его соперник Дастанулов Алихан, он АО. Оба спортсмена представляют Казахстан. Ну и в финале в этой весовой категории также встретятся 2 представителя соседнего Казахстана. В нашем регионе, в Центральноазиатском регионе, каратист из Казахстана, наверное, номер 1. Ну и на эти соревнования, видим, представителей Казахстана приехало довольно много. И большое количество медалей казахстанцы, конечно, собираются забрать именно в свою страну. Но также есть Иран, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Афганистан, которые непременно попытаются также бороться за золотые медали. Ну и наши спортсмены, соревнования у нас проходят в Бишкеке и не должны подвести своих поклонников. 1-0 пока что в пользу Васида Баратова. 14-15 до 47 килограмм. Урманбек Кусыев, Ашалат, Исыкуль, Урмантаева, Айнур. Не удается пока что сократить свое отставание Дастанулу Алихану. Счет 2-0. 2 юка сумел заработать Баратов Васид. И это преимущество пока что держится. 35 секунд до конца этой встречи остается. Пока предупреждений нету никаких. Пытается все время идти в атаку, видим, Валихан. Но заработать баллы у него пока не получается. 2-1, да, юка все-таки дают Дастанулу Алихану. И отрыв у Васида сейчас составляет всего лишь 1 балл. 10 секунд. Нужно идти в атаку Алихану. Нужно рисковать. И только в этом случае ему предоставится шанс сравнять счет. За пределы татами выходит у нас тем временем Баратов Васид.
Ну и завершается встреча 2-1. Бронзовым призером в этой весовой категории становится Васит Баратов из Казахстана.